Слово для выступления предоставляется обращающей стороне представителю ОСО канцлер Плохотину Ивану Викторовичу. Пожалуйста, пройдите к трибуне. Спасибо. Уважаемые участники процессов, поводом к обращению в Конституционный суд у нас стало то, что Конституционный суд Кыргызска явились обнаружение неопределенной в вопросе соответствия Конституции части 1 статьи 375 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики 25 января 2017 года, номер 4, опубликован в газете Эркинтова от 2 февраля 2017 года, номер 12-13, которая устанавливает, что вступившие в законную силу акты суда первой апелляционной инстанции пересматриваются по вновь открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам судом, принявшим эти акты только по существу дела. Уважаемый суд, почему мы так обратились? Потому что у нас были правовые отношения товаро-материальных ценностей между ОСО «Канцлер» и ИП Соловьевой. Тогда, когда у нас закончились с ней отношения, она должна была передать по всем актам нам наши товаро-материальные ценности. При пересчете и установлении, сколько она нам передала материальных ценностей, выявилась недосдача на общую сумму 604 тысячи сомов, 841 сом. В связи с чем мы пытались примириться до судебного порядка, но Соловьева отказывалась, нам пришлось обратиться в то время, когда еще существовал межрайонный суд с иском, где межрайонный суд наши требования поддержал и решением взыскал данную сумму с ИП Соловьевой. Данное решение было оставлено в силе как городским судом, так и Верховным судом. В свою очередь, через некоторое время ИП Соловьева обращается в правоохранительные органы в отношении аудитора Нургазиевой, где получает постановление о прекращении в связи с истечением срока давности. И на основании этого они подают ходатайство по вновь открывшим обстоятельствам. Мы посчитали, что данное ходатайство, которое они подали, и именно по постановлению следователя отменили решение судов, решение суда, вернее, межрайонного, незаконным и противоречит Конституции. В связи с чем мы по этому поводу обращались в Конституционный суд, где Конституционный суд нас поддержал и признал, что судебные акты по новым обстоятельствам по статье 374, часть 1, пункт 1 Гражданского процессуального кодекса неконституционным. В связи с чем 03 мая 2023 года Конституционный суд Кыргызстана вынес, которым признал пункт 2 части 2 статьи 373 Гражданского кодекса, Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики противоречащим частям статьи 1.2, статьи 57, пункт 1.2, части 1 статьи 94 Конституции Кыргызской Республики в части, выраженной словами прокурора-следователя. Но 17 мая 2023 года Первомайский районный суд вынес определение об отказе в принятии заявления с ссылкой на статью 375 ГПК Кыргызской Республики. Это когда мы подали заявление, чтобы пересмотреть по новым обстоятельствам. Дальше ОСО канцлер посчитала, что данное определение противоречит законодательству Кыргызской Республики, в связи с чем вновь с подобным заявлением обратились в Первомайский районный суд. Однако 4 сентября 2023 года Первомайский районный суд вынес определение об отказе удовлетворения заявления ОСО канцлера о пересмотре определения Первомайского районного суда от 5 апреля 2022 года по новым обстоятельствам. Основанием для отказа удовлетворения заявления ОСО канцлера стала часть 1 статьи 375 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, которая устанавливает, что вступившие в законную силу акты суда первой апелляционной инстанции пересматриваются по вновь открывшим обстоятельствам или новым обстоятельствам судом, принявшим эти акты только по существу дела. ОСО канцлер считает, что институт пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам создан для того, чтобы стороны по делу, то есть физические и юридические лица, могли беспрепятственно получать доступ к судебной защите, а также защищать свои права и интересы всеми способами, даже путем пересмотра судебных актов, которые вступили в законную силу. Пересмотр судебных актов по новым обстоятельствам дополнительно выступает гарантом законности и обоснованности принятого судебного акта, так как суд дает оценку тем доказательствам, которые возникли после принятия оспариваемого судебного акта, вступившего в законную силу. Соответственно, при пересмотре судебных актов по новым обстоятельствам суд может исправить ошибки, которые признаны противоречием Конституции. В связи с чем судебные акты, вынесенные не по существу спора, также могут быть ошибочными или противоречащими Конституции Кыргызской Республики, что ставит под сомнение законность и обоснованность принятого такого судебного акта.
А согласно части 1.2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных Конституцией Кыргызской Республики. Международными договорами, участницей которой является Кыргызская Республика, общественными принципами и нормами международного права. Каждый вправе защищать свои права и свободы, а также обеспечивать восстановление нарушенного права всеми доступными способами, не запрещающими законом. Поэтому Соканцлер считает, что гарантия судебной защиты означает, с одной стороны, право каждого подать жалобу или заявление в соответствующий суд, а с другой обязанность последнего рассматривать эту жалобу или заявление и принять по ней законный, справедливый и обоснованный судебный акт. А на основании части 3 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики установлено, что судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. А также в статье 8 Всеобщей декларации прав человека указано, что каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетенции национальными судами в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией Кыргызской Республики, Конституцией и законами. А Соканцлер обращает внимание на то, что вышеуказанная норма Конституции гарантирует гражданам эффективное восстановление нарушенных прав и интересов, что соответствует требованиям международных стандартов и защите прав человека. Однако оспариваемое нормативное положение Гражданского процессуального кодекса Кыргызского не соответствует требованиям пункта части 1 и 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, поскольку ограничивает права граждан на судебную защиту, ввиду того, что пересмотр судебных актов по новым обстоятельствам возможен только по существу дела. Также отмечаем, что часть 1 статьи 375 Процессуального кодекса Кыргызской Республики нарушает требования части 1 статьи 94 Конституции Кыргызской Республики, поскольку вводит запрет на подачу заявлений по новым обстоятельствам на судебные акты, вынесенные не по существу спора, которые также могут быть приняты с нарушениями. Указанные обстоятельства являются необоснованным, незаконным, несправедливым фактом, что в свою очередь ставит под сомнение объективность отправления правосудия судами. Еще особо хотелось отметить, что решением Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 17 марта 2021 года за номером 01-Р в нормативном акте АПК, АПК Кыргызской Республики, нормативное положение части 1 статьи 268, выраженное словами «вынесенное по существу дела», признано противоречием с Конституцией Кыргызской Республики. То есть в одном нормативном акте это уже как бы установленный факт. Поэтому мы думаем, что в данном нормативном акте также должно это быть установлено. На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 3 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, частями 19, 21, 26, 27, 28 закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики, прошу признать нормативное положение части 1 статьи 375 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, выраженное словами по существу дела, противоречащим частям 1 и 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Спасибо. Самат Кыштабекович, у вас есть вопросы? Вопросов Плахутину? нет. Уважаемые судьи. Присаживайтесь.